Добрый день, дорогие друзя! Добрый день, Хурматлей дуслар, кунаклар. Это программа «Секреты татарской кухни». И, как вы заметили, друзья, мы подготовились. Вы видите на нашем столе множество различных чашек, чайников и вкусных приправ. Приправ не те, которые мы добавляем в ту или иную пищу, а те, которые добавляют в чай. Вы видите, что здесь нету ни мяса, ни рыбы, ни теста. Здесь только чай. Итак, у нас сегодня, друзья, в гостях автор десятка кулинарных книг, возможно, единственный этнограф питания в стране, друзья. Да просто человек, знающий все о чае, который готов нам поведать давние и дивные истории о чае. Давайте поаплодируем Бушков Руслан Аркадьевич. Тимур. Биг Айбет. Биг Айбет. Ну что, как ваши дела, как настроение? Вот я пришел к вам с Кустянычем. Мне очень нравится, кстати, ваша передача, Тимур. Я неоднократно уже смотрел. Чрезвычайно интересная. И решил подарить вашим сотрудникам вашей студии книгу «Казанское чаепитие». Казан чай, тамля чай на русском, на татарском языках. Спасибо огромное, Рахмат Бекзур. И вот здесь... И что-то вы еще принесли? Здесь секретный, уникальный мед с ароматом мест, где родился очень известный художник. Ну, кто, потом уже поговорим на ходе передачи. Пусть это будет маленьким секретом нашей татарской кухни. Спасибо большое, Руслан Ильич. Спасибо. Ох, какой вот медок мы сегодня попробуем, но вместе с чаем. Руслан Аркадьевич Бушков. Кандидат исторических наук, этнолог, культуролог. Родился в республике Мариэл. Учился в Йошкар-Олинской музыкальной художественной школе №1 для одаренных детей. После окончания школы служил и работал в Забайкальском военном округе в армейской газете «Боевое знамя». Затем поступил на отделение журналистики при КГУ. Окончил аспирантуру при кафедре этнографии и культурологии Казанского государственного университета. С тех пор занимается журналистикой, этнографией и культурологией. Защитил диссертацию по этнографии традиционных напитков в стране в 1994 году. Автор 13 книг об этнокультуре народов Среднего Поволжья, истории, литературе, краеведению. Автор проектов «Казанское чаепитие», консультант Дома чая, ведущий рубрики «Казанское чаепитие» в газете «Вечерняя Казань». Руслан, мне не терпится уже в конце концов заварить какой-нибудь из ваших авторских чаев. Ну что ж, Тимур, мы с тобой условились, что нужна хорошая вода. Вот мы уже определились с водой, да? Прежде чем заварить чай, вот нужно ополоснуть чайник. Давайте ополоснем. Так, нужно... Для чего? Расскажите всем. Вот, мы все знаем, что надо ополоснуть. Я должен сказать, что вот по татарскому этикету чайник преподносится к воде. Не ставится на стол, преподносится. Как бы, видите, не соприкасается со столом. Дабы уважить? Дабы уважить воду, хорошую воду. Так ополоснули. Теперь сюда кладем чай. Обратите внимание, тут есть черный, крупнолистовой и зеленый. Давайте начнем с черного тогда. С черненького? Да, с черного чая. Сколько кладем ложек? Значит, 1 ложка на чайник. Если мы будем вдвоем пить, тогда еще 2 ложки. Если втроем, значит 3 еще ложки. А если 8 человек? Если 8, тогда 9. Теперь наливаем где-то, ну, на треть, ну, на четверть. Можно. На четверть немножко? На четверть, да. Почему на четверть? Достаточно. Для того, чтобы... Нужно теперь у нас... Накрыть его, наверное. Накрыть, да, салфеткой. Давайте мы полотенцем накроем. Вот, пожалуйста. Нужно накрыть вот таким Накрываем образом. Полотенцем, да, чтобы хорошенько заварился. И чай. нужно обратить внимание, вот 2 минуты так отстоится, да? Дальше добавляем воду до половины, а потом уже окончательно. Дальше, после 2 минут, мы добавляем воду. Мы условили, что тоже поднимаем, да? Да, поднимаем. Так, теперь уважаем. Еще. Так. Вот еще. Здесь еще нужно 2-3 минуты. Еще 2-3 минуты. Вообще нужно, значит, для того, чтобы получить бодрящий напиток, примерно 5 минут. 5-6 минут. Дальше наливаем чашки и пьем чай. А если успокоительный чай? Если успокоительный, можно уже где-то 6-7 минут. То есть побольше, да, чтобы заварился? Подольше.
У китайцев бытует легенда со ссылкой на точную историческую дату 2737 год до нашей эры как рождение чая. И вот как это произошло. Однажды император и философ Чен Нунг, правящий Южным Китаем, приказал вскипятить себе воду. Несколько лепесточков, сорванных ветром, попали случайно в котел, и родился чай. Император, восхищенным ароматом и вкусом, приказал распространить его по всей стране. О чайном напитке упоминается в одной из древнейших китайских рукописей книги Джоу Гуна «Эрия», написанной в 770 году до нашей эры. В 221-263 годах в провинции Сычуань вкус с сочными листьями вводится в культуру. С тех пор чай начинает регулярно упоминаться в исторических записях. Теперь открываем. Да, вот я должен сказать, что вообще вот в татарских деревнях для того, чтобы хорошо заваривался чай, вообще принято было раньше, особенно вот в 19-18 веках, использовать специальную чайную машину, которая называется самовар. Да. Вот в данном случае, вот для того, чтобы лучше раскрылся чай, лучше заварка, можно, в принципе, вот поставить вот этот чай. Это чайник вот сюда. своего рода самовар. Это своего рода, да. Эффект на пару, тот же. получается, также он Совершенно разогревается. верно. Для того, чтобы сообщить активность за этим чаинком, который там заваривается. Я бы никогда и не додумался вот так вот поставить чайник. Можно, у вас ложку можно вот здесь? Конечно. Вот есть интересная процедура для того, чтобы активизировать, значит, сообщить вот энергетику этому чаю. Нередко, значит, в татарской традиции, значит, просто помешивали заварку. Так, теперь после этого вы добавляете воду, пожалуйста. Добавляем водички. Да. И вот обратите внимание, вот появились, видите, вот такой пена. Вот да, здесь находится аромат. Вот такой есть элемент в чайном этикете, да, приготовления чая – женить чай. Женить чай? Да, именно женить чай. То есть есть чай женского пола и мужского пола? В татарских деревнях было принято женить чай. Для чего это делалось? Вот обратите внимание, значит, как женили чай. Вот все как женили чай? Наливали первую чашку, обратите внимание, да? Дальше, значит, для насыщенности этот чай снова заливали в этот чайник. Зачем? Для того, чтобы сообщить энергетику, движение. Вот теперь, пожалуйста, можем... Теперь мы можем уже пить чай? Это можем первая пить, чашка, которую можем пить чай, да. Можно как-то его назвать? Вот обратите внимание, как наливается чай. Я так наливаю. Вот. Даже вот так вот. Сообщить энергетику. Потому что чай очень любит движение в этом плане. Бодрящий чай. Вот. И обратите внимание, чай никогда не надо доливать до краев. Потому что здесь, вот в этом зазоре, здесь, можно сказать, поселяется аромат чая. Ага. Попробуем? Попробуем. Вот обратите внимание тоже, значит, Тимур, я должен сказать, в татарской традиции левой рукой. Левой рукой, да? Я прошу прощения. И совершенно верно, вот нужно так блюдце брать. Берете так и преподносите и пьете. Я должен сказать, вот когда, значит, делаете первый глоток, нужно делать маленький глоток. И не надо сразу глотать. Почувствовать вязкий, терпкий чай, почувствовать аромат этого чая. А дальше уже идет процесс чаепития. Постоянный ввоз чая в русское государство начался в 70-е годы 17 века. Из Китая в Москву через Казань потянулись первые караваны с заморским напитком. Вплоть до 18 века караванный чай можно было пить только в Казани, да в Москве и еще на Ирбитской и Макарьевских ярмарках. Продавался он по 30 копеек за фунт. Ежегодно в Казань доставлялся чай на сумму до 3 миллионов рублей серебром. Для сравнения, вина, водки и пива на 400 тысяч рублей. Среди казанских чаеторговцев выделялись братья Крупенниковы, Котелов, Юнусов, Апанаев, Цыблов и Апаков. Среди сортов выделялись чай семейный высокий, царская роза, лянцин, кяхтинский с сильным настоем, особый любительский с цветочком. Руслан Абай, хотел бы еще попробовать отведать
новые сорта чая, и вернее как-то модернизировать их. То есть, обратите внимание, у нас есть и мелиса, и мята, и почки сосновые, даже есть калина красная, душица. Как, кстати, душицу в Казани называется, в Татарстане? Матрешка. Матрешка. Вообще это калька с русского слова материна. Ага. Да, вот, ну, не секрет, наверное, многие читали в литературе, что вот казанские татары, да, любили покупать все-таки вот такие лекарственные травы на рынке, на сенном базаре. Угу. Ну и кто-то, видно, из нижегородских произнес материна, так матрешка превратилось это растение. Но во всяком случае, сейчас уже даже никто и не вспомнил, почему матрешка. Все говорят матрешка, матрешка, а на самом деле вот такая калька чувствуется. Но в любом случае вот матрешка стала атрибутом чаепития, татарского чаепития. Вообще, нужно сказать, что классические, вот чистые чаи, они употреблялись только по праздникам. Вот имейте в виду, Тимур, вот да? Такой чистый чай подавали для почетных гостей. Но в основном вот, особенно в деревенских условиях, да, или менее значимых праздниках, всегда к чаю подавали определенные фрукты. Вот у нас есть сухофрукты, их добавляют в чай или к чаю? Можно их и к чаю, и можно в чай добавлять. То есть сначала добавляем сухофрукты? Да, сухофрукты, а потом туда добавляем чай. уже чай. Да. Сначала добавляется кипяток, а потом заварка. Пусть отстоится, да, чуть-чуть. Чтобы куряга тоже... Да. Раскрылась. Да, раскрылась. Да, раскрылась. И пропитала воду. Да. Своими а потом туда добавляется уже заварка. Душица, она же матрюшка, содержит фенолы, тимол, геранил ацетат и другие соединения, а также аскорбиновую кислоту, жирные масла и дубильные вещества. Эфирные масла превосходят по своим свойствам многие существующие антибиотики и антигистаминные препараты. Душица обладает противовоспалительным, болеутоляющим, желчегонным, мочегонным и отхаркивающим действием. Оказывает успокоительное действие. Чай из душицы способствует потоотделению. Сушеная или свежая трава – один из компонентов всемирно известной пряности орегано. Душицу добавляют к жареному, тушеному и запеченному мясу, соусами и подливками. В итальянской кухне ею ароматизируют пиццу. В татарской кухне матрюшка используется для заваривания чая. Куряга – это сушеный абрикос без косточки. Полезные свойства куряги сохраняются в ней после превращения из абрикоса. Она богата солями калия, сахарозой, лимонной, никотиновой, салициловой и другими органическими кислотами. Содержит в себе витамины С, В1, В2 и П, а также макроэлементы железа, медь, марганец, кобальт. По содержанию каротина абрикос не уступает яичному желтку. Есть курягу рекомендуется при ослабленном зрении, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, применяется и как хорошее общеукрепляющее средство. Куряга помогает устранить закупорку сосудов, оказывает благотворное воздействие на состояние кожи и волос, размягчает твердые опухоли. Любовь к чаю, конечно, пришла от деда и бабушки, потому что они были большими поклонниками чая. И так получилась моя биография, оказалась связанной с Забайкальем, где без чая невозможно обойтись. Потом я был в Магадане, там тоже невозможно без чая. И когда в 1986 году в городе Казани объявили День чая, ну, конечно, это был Кстати, праздник. давайте-ка напомним, какого числа, для наших телезрителей, какого числа из 1986 года, да, я так понимаю? Да. Какого числа? 11-12 октября 1986 года. Так как мы до 21 века не донесли День чая, вот, с сегодняшнего дня, друзья, дорогие телезрители, мы объявляем День чая. Давайте-ка мы заварим еще один чай. Чай-тоне, будем так называть. Давайте приготовим очередной чай. Значит, очередной чай, у нас остается зеленый чай, да? Да. Вот, есть какие-то приправы, что вот с ними можно сделать? Можно вот понюхать. Почки. Итак. Сосновые почки, они имеют омолаживающий эффект. Кроме того, обладают... Милые дамы, да. Омолаживающий эффект. Вот, на следующий день все почки были фитоцидное воздействие. Одну, две, ну можно 3 штуки на
значит, на чайник. На заварочный чайник. На заварочный чайник для того, чтобы получить хороший А давайте-ка мы с вами прямо сейчас омолодимся. Можем, пожалуйста. Давайте и заварим чай с Но если вы хотите почками. заварить с почками, вначале нужно заваривать почки, Давайте их заварим. потом уже чай. Так, желательно отдельно. Можем даже в чашке это все. Давайте в чашку. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, мы готовим омолаживающий чай с сосновыми достаточно. почками. Ага. Долго ли они должны завариваться? Какой сразу аромат Ну, пошел? желательно, да, это очень хороший аромат. Вот можно даже, вот можно прикрыть даже вот блюдцем. Чтобы вот так, хорошенько заварилось. Да, чтобы хорошенько заварилось. В это время мы можем заварить чай. Давайте попробуем. Зелененького? Да, давайте. Я тоже соглашусь с вами. Зеленый чай, значит, настаивается дольше, чем черный чай. Нужно где-то 8-10 минут. Расскажите нам пока, что к чаю подается, какая еда. Я вижу, у нас стоит чак-чак, баурсак, вот, есть мед. Вот нужно сказать, в татарской кулинарии даже появился термин, вот как раз, что чай ашлары, да, то есть чайное кушанье, чайная еда, то есть блюдо непосредственно к чаю. К таким блюдам, например, относится тот же, в данном случае, чак-чак или баурсак. Вот, ну, естественно, здесь богатый набор куштеле, например, да, беляши. Но вот сейчас очень распространенным блюдом являются треугольники, да, ишпишмак. Вообще Казань, насколько мне известно, это вы, по-моему, сказали, да, является чайной столицей. В одном из интервью я сказал, что Казань – это чайная столица России. Могу сказать, это не только Россия чайная столица, это вообще чайная столица Евразии. Потому что вот то, что Герцен говорил, что Казань находится или является караван-сараем между Европой и Азией, я вот убежден, что не мог он это сказать, не почувствовав, не выпив чаю, да, чашку чая. не почувствовав в себе, значит, весь аромат, всю прелесть казанских чаев, которые он попробовал у нас здесь в городе. Так, мы определили, сколько минут, да? Да, я думаю, можно, наверное, уже слегка и отпробовать чайку зеленого омолаживающего. Заварились уже почки. Так, вот теперь. Сосновые почки. Вот сосновые почки теперь, пожалуйста, можем добавить сюда. Посмотрите, какой аромат. Можно я? Ох, какой аромат, друзья. Чувствуется, да? Чувствуется? Надо вот так вот нюхать. Чувствуется, да? Еще как чувствуется. Да. Я готов уже омолодиться. Все. Сейчас посмотрим, как омолодишься. Да. На сколько лет? На сколько лет? Слишком много не надо, я думаю, лет на 20 достаточно. Ну хорошо, я учел. Не терпится мне все это прокомментировать. Итак, тоже зеленый чай с сосновыми почками. Я ощущаю себя уже в детском саду. Сосновые почки собирают ранней весной, когда они находятся в стадии набухания, но не успели тронуться в рост. Начавшие распускаться сосновые почки уже непригодны к медицинскому употреблению. Почки сосны содержат большое количество смолы, эфирное масло, дубильные вещества, горькое вещество пеницикрин, крахмал, минеральные соли, витамин С. Отвары почек применяют в медицине в качестве отхаркивающего, мочегонного, противовоспалительного, кровоостанавливающего и дезинфицирующего средств. Мне бы хотелось узнать, вернее, хотелось попробовать, Руслан Абый, вот баурсак и чак-чак, и можно ли вообще его кушать с этим почковым зеленым чаем? В принципе, возможно, тем более в татарских традициях всегда баурсак добавлялся даже в чай. Не просто прямо отдельно. в чай клали? Прямо, да. Давайте прямо сейчас положим. Пожалуйста, можем попробовать таким образом. Кладите баурсак в чай, будет так, только я не знаю, как это все делать. Вот таким образом положите себе. Вот. Ложка есть у вас, да? У нас есть все. Да. Пусть 2-3 минуты отстоится чай и распустится баурсак. И, пожалуйста, он тоже будет распускаться и издавать свои ароматы. Да.
Я вижу еще лимон у нас на столе. Будем ли мы добавлять лимон в чай? Интересно то, что лимон нужно все-таки класть кружками. Кружками? Не дольками, которые... да, вот по этикету Научите нужно меня. кружками. Итак, чтобы лимон был полезен настолько, насколько он может быть, нужно разрезать его кружочками, не дольками. Обратите внимание, эти кружочки я кидаю в чашку, дальше наливается вода. Не чай, а Кипяченый, да, кипяточек. кипяток. Пожалуйста. Чтобы лимончик раскрылся, Чуть-чуть, раскрыл да. все свои вкусовые качества, аромат, и просто Вот. расцвел. И лишь после этого сюда, вот через, ну, допустим, 3-5 минут сюда добавляется уже чайная заварка. Какую чайную заварку мы будем сейчас делать? Давайте Ну, сделаем витаминизированный чай. Разогреваем немножко. И вот здесь нам Стеночки. нужно обязательно подогреть чайник потом. По принципу самовара, да? Помните, мы говорили? Ну да. Да, вот сюда ставим, вставляем. Дальше, можно секунду. Конечно, конечно. Так, если, допустим, Тимур, ты хочешь чай для успокоения, да? Вот, для того, привести нервную систему в порядок. Ага. Вот, пожалуйста, Очень хочу. можно немножко мелисы. 2-3 листочка, да? Мы витаминный такой сбор сделаем, да? Да. Дальше можно добавить мяты. То же самое, где-то. Не бойтесь, Чуть-чуть. друзья, экспериментировать. Вот, ничего страшного нет. В любом Да, случае, вот это все полезные ингредиенты. в чае можно экспериментировать. Здесь можно вот и здесь добавить и сосновые почки. Вот, Ну, кстати, я на Шаляпинский фестивале всегда вот добавлял сосновые почки и этим почивал, например, графа Петра Петровича Шереметьева. Ему очень понравился этот чай. Вот, ему не доводилось пить такой чай во Франции. Вот. А у нас в Татарстане, друзья, мы можем такое себе позволить. Да. Так, это матрешка душится. Душицу кладем обязательно. Так, цветочки желательно. То есть в цветочках Так, самый, да. самый максимальный Да, аромат. концентрация, да. Аромат А и калину мы не кладем туда? калину мы отдельно сделаем сейчас. Потому что калина у нас, она не сушеная. Так, вот калину мы сделаем по-другому. Калину нужно размять, да? Давайте я Чашки, разомну. чашки. Вот, можем, Давайте вот маленькую чашку вот, возьмем. пожалуйста, да. Дайте, пожалуйста, ложечку. Мы кладем Пожалуйста. калину в чашку и Да. сейчас будем ее разминать. Да-да-да. Надо разминать всегда с хорошими мыслями и просто с хорошим настроением обязательно. Я люблю тебя, Калина, сказал Тимур и размял ее. Давайте сюда добавим теперь кипяток. Держите. Все, держу. Ага. Так, приподнять чашечку надо, дабы уважить кипяточек. Так. Витаминный чай продолжает свой заварочный процесс. Мы добавили туда мелиссу, чуть-чуть мелиссу, пару листочков, ложку чайную мяты, пару шишечек сосновых и уже непосредственно чай. Да. Вот, пожалуйста, можно теперь эту заварку сюда. А настояться она не должна? Она уже настоялась. Настоялась. Здесь, да, да, точно, да. точно. Вот здесь попробуйте, да? И витаминный чай еще с лимоном. То есть получается уже готовый продукт. Да, можно пить. То есть в ту чашку, в которую я намял калину, мы добавили витаминный чай. Вот. И я буду первым, кто откроет этот секрет татарского чая. Ну, как? Мое красноречие просто не позволяет мне выразить всех тех эмоций, всех тех ощущений, вкусовых качеств этого чая. Просто что-то, друзья, невообразимое. А есть второй чай, который мы приготовили, он не так... С лимоном. Да, Этот чай с лимоном. все то же самое, но кроме калины, там заваренный лимон. Вот вначале Опять мы я клали неправильно лимон, всё пью? он должен был распуститься, да, лимон. Туда добавили уже заварки. Но он настолько распустился, что я вижу, уже цветы в лимоне начали расти. Попробуем? Как? Вроде, знаете, разница в калине и в лимоне, но абсолютно разные вкусовые, не то что качество, а просто вкус совсем другой. Ну, вы букет чувствуете лимона вот здесь, Тимур? Еще какой? Рецепт витаминного чая.
Травяные чаи готовят из смеси нескольких сухих трав, цветочков, плодов. Наш витаминный чай мы готовим следующим образом. Чайник для заварки ополаскиваем 3-4 раза кипятком. В подогретый чайник кладем 2-3 лепестка мелисы, 3-4 лепестка мяты, 2-3 сосновые почки, веточку душицы. Заливаем кипящей водой на 2/3 чайника. Чайник накрываем салфеткой. Когда чай настоится, его доливаем кипятком до полного объема. Отдельно в чашке разминаем 2-3 ложки калины и заливаем ее кипятком. В чашку с калиной заливаем заваренный травяной чай. Наш витаминный чай готов. Пейте на здоровье! Как говорится, чая много не бывает. Это не в нашем случае. У нас сегодня было очень много видов чаев различных. Мы рассказали вам, постарались, по крайней мере, дорогие друзья, телезрители, рассказать, каким образом можно заваривать чаи и как их подают, и вообще историю всего чая. Ну а с нами сегодня, друзья, был автор десятка многочисленных книг о кулинарии, этнограф питания, кандидат наук, да просто чаеман, так я его буду называть, Бушков Руслан Аркадьевич. Спасибо, что к нам пришли. Дай бог вам здоровья. И Будем чай пить вместе. давайте чай почаще пить. Пейте чай, друзья. Это самый здоровый напиток. Спасибо всем. Всем пока.